Новость о том, что Мадину Аушеву, находящуюся в коме с ноября прошлого года в реанимации перинатального центра, переводят для дальнейшего лечения в Ингушскую клиническую больницу, взбудоражила и без того отчаявшихся родственников. Главный вопрос – для чего переводят пострадавшую? Состояние больной стало улучшаться, и для проведения дальнейшей терапии, как я уже говорила, это проведение нейрореабилитации, мы ее перевели в соответствующее профильное учреждение, потому что профильное направление у нас находится в Ингушской республиканской клинической больнице. Вчера больная успешно была переведена, состояние ее не изменилось, но перевод был обусловлен с тем, что необходима реабилитация. Реабилитацию с сегодняшнего дня начинают. Состояние ее, как я уже сказала, средней тяжести. Диагноз женщины – гипоксическое ишемическое повреждение головного мозга и отек зрительного нерва обоих глаз. По словам родственников, через 15 минут после родов у Мадины началось кровотечение, и она потеряла несколько литров крови. Сейчас мама 6 детей находится в отделении нейрореанимации и РКБ. Гемодинамически она стабильна, всю необходимую помощь, в том числе и лекарственное обеспечение, получает, консультирует пациентку специалисты и внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики Ингушетия. Также по мере необходимости подключаем специалистов с ведущих федеральных центров, реабилитационную помощь также получает. Для этого у нас есть все необходимые условия. На данный момент, в принципе, там задействована пассивная реабилитация. В дальнейшем будем подключать вспомогательные процедуры и будем надеяться на дальнейшее выздоровление, положительную динамику. Справиться о здоровье и проверить условия, в которых находится Мадина, приехал первый вице-премьер ингушского правительства и министр здравоохранения. Как говорят здесь, медперсонал был готов к переводу Мадины Аушевой. Необходимые лекарства для проведения лечения имеются. Вы сказали, что она степень тяжести, средней степени тяжести, дышит самостоятельно, не держит. Питание парентеральное. Парентеральное, да? Делать какие-либо прогнозы врачи не спешат, да и сами родственники Мадины Аушевой устали от всех медицинских терминов. Новость о переводе пострадавшей приняли с недоверием. Пугает и неизвестность, в каком состоянии будет пребывать пострадавшая дальше. Со слов вице-премьера, власти республики привлекут лучших специалистов из ведущих клиник России для лечения пациентки. Это обещают и в Минздраве. С их слов, соответствующие заявки уже отправлены. Мы осмотрели условия, осмотрели палату, осмотрели также непосредственно блок, где будет проходить реабилитация. У врачей нехватки ни в оборудовании, ни в медикаментах нету. Дело в том, что данный вопрос находится на контроле главы, и в этой связи мы не только сегодня, мы часто будем приходить проверять состояние больной. Консультации у нас были проведены еще будучи в перинатальном центре. Их всего было 8 за те 44 дня, что больная там провела. Сегодня будет подаваться заявка, соответствующий уже реабилитационный центр участниками данного учреждения. Очень надеемся, что заявка будет принята, несмотря на выходные дни. Заявки принимаются. При ее рассмотрении, надеемся, с понедельника телеконсультация с реабилитационными центрами города Москвы, Питера будут проведены. Подаем именно туда заявки. Впрочем, это не единственный случай, когда в Ингушетии женщина после родов попала в кому. Похожая история уже случалась с пациенткой Малгобекской ЦРБ Маккой Хамуратовой. Мать 6 детей парализовала после кесарево сечения. Также в социальных сетях регулярно появлялись жалобы бывших пациенток перинатального центра. История Мадины Аушевой находится на контроле у главы республики Махмуда Али Калиматова. Делом занимается прокуратура региона. Тамара Хшагульгова, Умар Газдиев, Новости 24.